Апрельская революция 2010 года перевернула страну за считанные дни. 7 апреля в Таласе начались первые столкновения. К вечеру того же дня протестующие захватили здание областной администрации. 8 апреля волнения перекинулись на Бишкек. 9 апреля президент Курманбек Бакиев покинул столицу. Но между официальным бегством главы государства и реальными событиями той ночи существует провал длиной в 72 часа. Провал, который до сих пор не заполнен достоверными фактами. Что происходило в эти 3 дня в родовом гнезде Бакиевых? Кто организовал вывоз ценностей из особняка в Таите? И главное, куда делось золото, о котором говорили все, но которое так никто и не нашел? Болот Шер не был крупной фигурой в политической системе Кыргызстана. Он был обычным водителем, одним из тех людей, которые находятся рядом с властью, но остаются невидимыми. Его имя не упоминалось в сводках новостей. Его лицо не мелькало на экранах телевизоров. Но именно этот человек оказался в нужное время в нужном месте. Или, если смотреть с другой стороны, в самом опасном месте, в самый опасный момент. В ночь с 11 на 12 апреля 2010 года Болот Шер получил задание, которое изменило его жизнь и, возможно, стоило ему этой жизни. Ему приказали подать машину к черному входу особняка в Таите и ждать. Он ждал 4 часа. За эти 4 часа он видел то, что видеть не должен был. Он запомнил лица людей, которые выносили из дома тяжелые мешки и металлические ящики. Он слышал разговоры, которые велись вполголоса, но в ночной тишине каждое слово было отчетливым. Он знал, сколько рейсов сделали грузовики, сколько машин участвовало в операции, куда они направились после погрузки. Но когда через несколько месяцев следователи вызвали его на допрос, Болот Шер сказал только одну фразу: «Я просто выполнял приказ». И больше не произнес ни слова. Родовой особняк Бакиевых в селе Таит Джалалабадской области был не просто домом. Это была крепость, построенная по всем канонам восточной роскоши и западной безопасности. Трехэтажное здание из итальянского мрамора и турецкого гранита, окружённое 4-метровой стеной с видеокамерами и охраной. Внутри — мебель из красного дерева, люстры из чешского хрусталя, ковры ручной работы из Ирана. По оценкам экспертов, только отделка интерьеров обошлась в сумму, эквивалентную $12 миллионам США. Для сравнения, средняя зарплата учителя в Кыргызстане в 2010 году составляла $120 в месяц. Чтобы заработать стоимость одной люстры из особняка Бакиевых, учителю нужно было бы работать без выходных и без трат на еду и жилье в течение 83 лет. Но роскошь интерьеров была лишь видимой частью айсберга. Настоящее богатство хранились в подвалах особняка, в специально оборудованных хранилищах, о существовании которых знали только члены семьи и несколько доверенных лиц. Именно туда, в эти подвалы, спустились люди в ночь с 11 на 12 апреля. Именно оттуда они вынесли то, что потом искали следователи, журналисты и простые граждане, требовавшие справедливости. Когда утром 12 апреля жители села Тейт увидели дым над особняком Бакиевых, многие решили, что это месть разъяренной толпы. Революция докатилась до провинции, и народ требовал возмездия. Но те, кто подошел ближе, увидели странную картину. Дом горел, но не так, как горят здания при поджоге. Огонь был локальным, сосредоточенным в определенных помещениях. Горели архивы, горели кабинеты, горели комнаты, где могли храниться документы. А вот парадные залы, гостиные, спальни остались почти нетронутыми. Пожарные, прибывшие на место через 2 часа после начала возгорания, обнаружили следы использования специальных зажигательных смесей. Это был не стихийный поджог. Это была спланированная операция по уничтожению улик. Но какие улики нужно было уничтожить? И кто отдал приказ поджечь дом, который еще вчера был символом несокрушимой власти? Среди тех, кто наблюдал за пожаром в то утро, был человек, чье имя потом всплывет в деле о мародерстве. Его звали Азамат. Он работал охранником на соседней ферме. В своих показаниях, данных следователям через 3 месяца после событий, Азамат утверждал, что видел колонну из 5 автомобилей, покидавших территорию особняка, примерно в 4 часа утра 12 апреля.
3 черных внедорожника марки Lexus и 2 грузовика КАМАЗ с закрытыми тентами. Машины двигались без включенных фар, используя только габаритные огни. Они свернули на проселочную дорогу, ведущую в сторону границы с Узбекистаном. Азамат запомнил этот момент, потому что один из внедорожников на повороте притормозил, и в свете луны он разглядел лицо водителя. Это был Болот Шер. Их взгляды встретились на секунду. Азамат говорил потом, что в глазах Болота он увидел не страх, а что-то другое — усталость, обречённость. Понимание того, что после этой ночи жизнь уже никогда не будет прежней. Но видел ли Азамат действительно Болота Шера? Или это была ошибка памяти, вызванная последующими событиями и слухами? И если это действительно был Болот, то почему он согласился участвовать в операции, которая могла стоить ему свободы, а, возможно, и жизни? Дело о мародерстве, официально открытое Генеральной прокуратурой Кыргызской республики 23 апреля 2010 года, стало одним из самых резонансных и одновременно самых запутанных расследований в истории страны. Формально обвинения предъявлялись группе лиц, которые якобы проникли в оставленный особняк Бакиевых и вынесли оттуда ценности. Но чем глубже копали следователи, тем больше возникало вопросов. Во-первых, как простые мародеры могли преодолеть систему безопасности, которая включала в себя бронированные двери, кодовые замки и круглосуточную охрану? Во-вторых, почему свидетели описывали не хаотичный грабеж, а организованную операцию с использованием грузовой техники и четким распределением ролей? В-третьих, куда делись ценности, если их действительно вывезли? Ни один банк, ни одна ювелирная лавка, ни один скупщик золота в Кыргызстане и соседних странах не зафиксировал поступление такого количества драгоценных металлов. Золото весом в 1,5 тонны не может просто исчезнуть. Оно должно где-то всплыть. Но оно не всплыло. Как будто земля разверзлась и поглотила эти богатства вместе с теми, кто их вывез. Болот Шер был допрошен следователями дважды. Первый раз — 28 апреля 2010 года, через 16 дней после пожара в Таити. Второй раз — 15 июня того же года. Оба протокола допроса сохранились в материалах дела, и оба они поразительно скупы на детали. На вопрос о том, где он находился в ночь с 11 на 12 апреля, Болот отвечал: «Дома, спал». На вопрос о том, знает ли он что-нибудь о вывозе ценностей из особняка Бакиевых, он отвечал: «Ничего не знаю». На вопрос о том, почему свидетель Азамат опознал его как водителя одного из внедорожников, Болот отвечал: «Он ошибся, это был не я». Следователи не смогли предъявить ему прямых улик. Не было видеозаписей, не было отпечатков пальцев, не было вещественных доказательств его присутствия на месте преступления. Единственное, что связывало Болота Шера с событиями той ночи, это показания одного свидетеля, который видел его лицо в темноте на расстоянии 50 метров. Этого было недостаточно для обвинения. Болота отпустили. Но отпустили ли его по-настоящему? Или с того момента за ним началось наблюдение, которое продолжалось до самого конца его жизни? В кыргызском обществе после апрельской революции 2010 года возникло понятие, которое быстро стало нарицательным — «урдалган байлык» — «украденное богатство». Это была не просто фраза, это был символ народного гнева, разочарования и требования справедливости. Люди выходили на улицы не только против диктатуры Бакиева. Они выходили против системы, в которой правящая элита обогащалась за счет нищающего народа. Они требовали вернуть то, что было украдено у страны. Но как вернуть то, чего нельзя найти? Как наказать тех, кто растворился в тени? История с золотом Бакиевых стала притчей во языцах. О нем говорили в чайханах и на базарах, о нем писали в газетах и обсуждали на телевидении. Появлялись самые невероятные версии. Золото вывезли в Россию, золото спрятали в горах, золото переплавили и продали в Китай, золото до сих пор лежит в тайнике где-то в Джалалабадской области. Но ни одна из этих версий не была подтверждена. Золото оставалось призраком, который преследовал коллективное сознание нации. Существует документ, о котором мало кто знает за пределами узкого круга следователей и журналистов, занимавшихся делом Бакиевых. Это внутренняя служебная записка Государственного комитета национальной безопасности, датированная 23 августа 2010 года.
В этой записке, составленной оперативным сотрудником под псевдонимом Арстан, содержится информация о том, что Болот Шер якобы пытался связаться с одним из адвокатов, специализирующихся на политических делах. Встреча должна была состояться в конце августа в одном из кафе Бишкека. Но за день до назначенной встречи Болот позвонил адвокату и отменил ее, сославшись на семейные обстоятельства. Больше он никогда не пытался выйти на контакт с юристами. Что заставило его отказаться от встречи? Получил ли он угрозу? Или кто-то предложил ему сделку, от которой он не смог отказаться? В служебной записке есть еще одна деталь, которая заставляет задуматься. Оперативник Арстан пишет: «Объект наблюдения демонстрирует признаки сильного психологического стресса, избегает общения с бывшими коллегами, часто меняет маршруты передвижения, возможно, опасается за свою жизнь». Если Болот Шер действительно боялся, то кого именно? Тех, кто мог обвинить его в краже? Или тех, кто знал, что он видел слишком много? Летом 2011 года, через год с небольшим после апрельских событий, в Кыргызстане произошло несколько странных инцидентов, которые, на первый взгляд, не были связаны между собой. В июне в Оше был найден мертвым бывший охранник из службы безопасности семьи Бакиевых. Официальная причина смерти — сердечный приступ. В июле в Джалалабаде пропал без вести бывший водитель, работавший на одного из родственников экс-президента. Его так и не нашли. В августе в Бишкеке произошло ДТП, в котором погиб человек, который, по слухам, был одним из организаторов вывоза ценностей из Таита. Полиция квалифицировала происшествие как несчастный случай. 3 смерти за 3 месяца. 3 человека, которые потенциально могли знать правду о событиях апреля 2010 года. Совпадение? Или системная зачистка свидетелей? Журналисты, которые пытались связать эти случаи в единую картину, наталкивались на стену молчания. Родственники погибших отказывались давать комментарии. Следователи ссылались на тайну следствия. А те немногие, кто соглашался говорить, делали это только на условиях полной анонимности. Один из таких анонимных источников, бывший сотрудник правоохранительных органов, сказал в интервью независимому изданию: «Все, кто был в той цепочке, знали, либо молчишь, либо исчезаешь. Третьего не дано». Если это правда, то Болот Шер выбрал молчание. Но спасло ли его это? Весной 2012 года в жизни Болота Шера произошло событие, которое его близкие потом назовут переломным. Он неожиданно продал свой дом в пригороде Бишкека и переехал в отдаленное село на севере страны. Официальная причина — желание жить ближе к природе, вдали от городской суеты. Но те, кто знал Болота, говорили, что он никогда не был любителем сельской жизни. Он был городским человеком, привыкшим к комфорту и удобствам. Почему же он вдруг решил уехать? Соседи по новому месту жительства вспоминали, что Болот был замкнутым, почти нелюдимым. Он редко выходил из дома, не участвовал в сельских мероприятиях, избегал разговоров о прошлом. Единственное, что он делал регулярно, это ездил раз в месяц в Бишкек. Куда именно он ездил и с кем встречался, никто не знал. Он уезжал рано утром и возвращался поздно вечером, не отвечая на вопросы о цели поездки. Одна из соседок рассказывала, что однажды видела, как Болот сжигал какие-то бумаги во дворе своего дома. Это было зимой 2013 года. Он стоял у костра и методично бросал в огонь листы, исписанные от руки. Когда соседка окликнула его, он вздрогнул, быстро затушил костер и ушел в дом. Что это были за бумаги? Дневник? Записи о том, что он видел в ту апрельскую ночь? Или что-то еще более важное? Существует версия, которую озвучивают некоторые независимые исследователи и журналисты, занимающиеся делом Бакиевых. Согласно этой версии, Болот Шер не был просто водителем. Он был доверенным лицом, человеком, которому поручали самые деликатные задания. Именно поэтому его выбрали для участия в операции по вывозу ценностей. Именно поэтому он знал больше, чем другие. И именно поэтому его молчание было так важно для тех, кто стоял за этой операцией. Но если эта версия верна, то возникает вопрос: что он получил взамен своего молчания? Деньги? Защиту? Обещание безопасности для его семьи? Или его молчание было продиктовано не выгодой, а страхом? Страхом перед теми, кто мог уничтожить не только его, но и всех, кто ему дорог.
В пользу этой версии говорит один факт. После переезда в село Болот Шер практически прекратил общение со своей семьей. Его дети, живущие в Бишкеке, видели отца всего несколько раз за последние годы его жизни. Он объяснял это занятостью, плохим здоровьем, нежеланием обременять их своим присутствием. Но родные чувствовали, что дело в другом. Он отдалился от них намеренно, как будто пытался защитить их, создав дистанцию между собой и ими. В 2015 году, через 5 лет после Апрельской революции, в Кыргызстане вышла книга независимого журналиста Эмиля Шукурова под названием «Золото и пепел. Нерассказанная история апреля». В этой книге автор попытался собрать воедино все известные факты о вывозе ценностей из особняка Бакиевых. Одна из глав была посвящена Болоту Шеру. Шукуров писал: «Этот человек — ключ к разгадке. Он видел всё. Он знает всё. Но он выбрал молчание, и это молчание красноречивее любых слов. Оно говорит о том, что правда настолько опасна, что лучше унести её в могилу, чем рискнуть произнести вслух». Книга вызвала резонанс. Её обсуждали в СМИ и цитировали в социальных сетях. Но самое интересное произошло через месяц после выхода книги. Эмиль Шукуров получил анонимное письмо. В конверте лежал листок бумаги с одной единственной фразой, написанной от руки. «Вы правы, но копать глубже не стоит. Некоторые тайны должны остаться тайнами». Письмо не было подписано. Почерковедческая экспертиза не дала результатов. Но Шукуров был уверен, это письмо написал Болот Шер. Кто еще мог знать о содержании книги так детально? Кто еще мог предостеречь автора от дальнейших расследований? Шукуров пытался найти Болота, чтобы поговорить с ним лично, но все попытки оказались безуспешными. Болот не отвечал на звонки, не открывал дверь, не реагировал на письма. Он снова выбрал молчание. Зима 2017 года выдалась в Кыргызстане особенно суровой. Снег выпал рано, и температура опустилась до минус 25 градусов. В селе, где жил Болот Шер, дороги замело так, что несколько дней туда не могли проехать даже машины скорой помощи. Именно в эти дни, по свидетельству соседей, к дому Болота приезжал черный внедорожник с тонированными стеклами. Машина стояла у ворот около часа, потом уехала. Кто был в этой машине? Что за разговор состоялся между Болотом и его таинственными гостями? Соседи не знают. Но они запомнили, что после этого визита Болот изменился. Он стал еще более замкнутым, почти не выходил из дома, перестал ездить в Бишкек. А через 2 месяца после того визита, в феврале 2017 года, Болот Шер скончался. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Ему было 53 года. Вскрытие не проводилось. Похороны прошли тихо, в узком семейном кругу. Никаких громких заявлений, никаких расследований. Еще один человек, знавший правду о золоте Бакиевых, унес эту правду с собой. Или все таки не унес? После смерти Болота Шера его дети, разбирая вещи отца, обнаружили в старом чемодане несколько предметов, которые их озадачили. Во-первых, это была карта Джалалабадской области с пометками, сделанными красным маркером. Несколько точек были обведены кружками, но никаких пояснений к ним не было. Во-вторых, это была фотография, на которой Болот стоял рядом с черным внедорожником Lexus. Фотография была сделана явно в спешке, качество снимка плохое, но номерной знак машины виден отчетливо. Дети попытались пробить этот номер через знакомых в ГАИ, но выяснилось, что машина с таким номером никогда не регистрировалась в Кыргызстане. Фальшивые номера? Или машина была зарегистрирована в другой стране? В-третьих, в чемодане лежал мобильный телефон старой модели, который не включался. Дети отнесли его в мастерскую, но мастер сказал, что телефон был намеренно выведен из строя. Кто-то извлек из него сим-карту и повредил внутреннюю память. Восстановить данные невозможно. Зачем Болот хранил эти вещи? Были ли они для него чем-то вроде страховки? Или это были просто воспоминания о той ночи, которую он не мог забыть? Прошло уже более 10 лет с момента Апрельской революции 2010 года. Курманбек Бакиев живет в изгнании. Многие из его соратников либо осуждены, либо скрываются за границей. Дело о мародерстве официально закрыто за отсутствием состава преступления.
Золото так и не найдено. Но вопросы остаются. Куда делись 1,5 тонны драгоценного металла? Кто организовал операцию по вывозу ценностей? Кто стоял за уничтожением улик и молчанием свидетелей? И самое главное, что знал Болот-Шер, что заставило его хранить молчание до самой смерти? Может быть, ответы на эти вопросы лежат где-то в архивах спецслужб, в засекреченных документах, доступ к которым откроется только через много лет. А может быть, правда уже никогда не всплывет, потому что все, кто ее знал, либо мертвы, либо предпочли забыть. Но история имеет свойство возвращаться. Тайны, которые кажутся похороненными навсегда, внезапно выходят на поверхность. Свидетели, которые молчали десятилетиями, вдруг начинают говорить. И тогда то, что казалось законченной главой, открывается заново, заставляя пересмотреть все, что мы думали, что знаем. Сегодня, в 2026 году, когда мы оглядываемся назад на события апреля 2010-го, мы видим не только политический переворот и смену власти. Мы видим историю о том, как богатство и власть развращают, как страх заставляет молчать, как правда становится заложницей обстоятельств. История Болота-Шера — это история обычного человека, который оказался в эпицентре событий, изменивших страну. Он мог бы стать героем, рассказав правду. Он мог бы стать предателем, продав информацию. Но он выбрал третий путь — путь молчания. И это молчание стало его проклятием и его защитой одновременно. Мы никогда не узнаем, что творилось в его душе в те последние годы жизни. Мучила ли его совесть? Или он был спокоен, зная, что поступил правильно? Жалел ли он о своем выборе? Или гордился тем, что сумел сохранить тайну? Эти вопросы останутся без ответа. Но сама история Болота-Шера — это урок для всех нас. Урок о том, что иногда молчание говорит больше, чем слова. И что некоторые тайны настолько опасны, что лучше унести их в могилу, чем рискнуть произнести вслух. Но действительно ли Болот-Шер унес все тайны с собой? Или где-то, в каком-то тайнике, в каком-то архиве, в памяти какого-то человека все еще хранится информация, способная пролить свет на события той апрельской ночи? Что, если карта, найденная в его чемодане, это не просто случайный предмет, а ключ к разгадке? Что, если фотография с номерным знаком — это улика, которую он намеренно оставил для тех, кто будет искать правду после его смерти? Что, если его молчание было не капитуляцией, а стратегией? Стратегией выживания в мире, где знание правды равносильно смертному приговору? Мы не знаем ответов на эти вопросы. Но мы знаем одно. История золота Бакиевых еще не закончена. Она продолжается. И, возможно, именно сейчас, когда вы смотрите это видео, кто-то где-то находит новую зацепку, новое свидетельство, новый след, который приведет к разгадке одной из самых больших тайн современного Кыргызстана. Представьте себе человека, который 20 лет проработал водителем в системе, где каждое слово могло стоить жизни. Человека, который возил не просто пассажиров, а секреты. Который слышал разговоры, не предназначенные для чужих ушей. Который видел лица людей в моменты, когда они думали, что никто не смотрит. Таким человеком был Нурлан Касымов, коллега Болота-Шера по автопарку президентской администрации. Сегодня, спустя 16 лет после тех событий, Нурлан впервые соглашается говорить перед камерой. Его руки дрожат, когда он достает из старого портфеля потрёпанный блокнот. «Я вел записи», — говорит он, и голос его срывается. «Каждый день, каждый рейс. Я знал, что однажды это может понадобиться или стоить мне жизни». В этом блокноте записи о маршрутах, датах, именах людей, которых он возил в те последние недели перед революцией. И среди этих записей есть одна, датированная 11 апреля 2010 года, 23 часа 30 минут. Болот получил срочный вызов. Ему сказали ехать в Таит. Я видел его лицо, когда он уходил. Он знал, что это необычное задание. Что еще записано в этом блокноте? Какие имена, какие маршруты, какие детали той ночи, о которых до сих пор никто не говорил вслух? И почему Нурлан Касымов решил нарушить молчание именно сейчас, когда прошло столько лет? Нурлан рассказывает, что в автопарке президентской администрации существовала негласная иерархия доверия.
Были водители, которые возили чиновников среднего звена на официальные мероприятия. Были те, кто обслуживал приемы и протокольные визиты. А были единицы, человек 5, не больше, которым доверяли особые задания. Задания, о которых не говорили по телефону. Задания, которые не фиксировались в путевых листах. Задания, после которых нужно было забыть все, что ты видел и слышал. Болот Шер был одним из этих 5. Его выбрали не случайно, объясняет Нурлан, и в его глазах читается смесь уважения и страха. Болот умел молчать, он никогда не задавал лишних вопросов. Он делал свою работу и уходил. Именно поэтому ему доверяли самое важное. В ночь с 11 на 12 апреля Болоту позвонили на личный мобильный телефон. Звонок поступил в 23 часа 20 минут. Нурлан знает точное время, потому что в тот момент они вместе сидели в комнате отдыха автопарка, пили чай и обсуждали новости о беспорядках в Бишкеке. Когда телефон Болота зазвонил, тот посмотрел на экран, и лицо его изменилось. Он встал, вышел в коридор, говорил минуты 3, не больше. Вернулся, молча взял куртку и ключи от служебного «Лексуса». «Куда?» — спросил Нурлан. Болот посмотрел на него долгим взглядом и сказал только одно слово — «Юг». Больше они никогда не обсуждали ту ночь. Но Нурлан видел Болота на следующий день. Это было днем 12 апреля, около 14 часов. Болот вернулся в автопарк, чтобы сдать машину. Нурлан вспоминает каждую деталь той встречи, потому что она врезалась в память как что-то аномальное, неправильное. Болот выглядел так, будто не спал 2 суток. Глаза красные, лицо серое, руки трясутся. Он молча передал ключи дежурному механику и направился к выходу. Нурлан окликнул его, спросил, все ли в порядке. Болот остановился, обернулся, и Нурлан увидел в его глазах то, чего никогда раньше не видел. Ужас. Не страх, а именно ужас. Глубокий, парализующий, всепоглощающий. «Нурлан», — сказал Болот тихо, почти шепотом, — «если тебя когда-нибудь попросят поехать туда, куда ездил я, откажись. Скажи, что болен. Скажи, что машина сломалась. Скажи что угодно. Но не езди». И ушел, не дожидаясь ответа. Это были последние слова, которые Болот Шер сказал своему коллеге. Через неделю Болот уволился из автопарка, сославшись на семейные обстоятельства. Больше Нурлан его не видел. Но те слова, тот взгляд, тот ужас в глазах — все это осталось с ним навсегда. Нурлан достает из блокнота сложенный в 4 лист бумаги. Бумага пожелтела от времени, края обтрепались, но текст, написанный шариковой ручкой, все еще читается. Это список. Список из 12 фамилий. «Это люди, которые работали в автопарке в 2010 году», — говорит Нурлан. «Люди, которые, как и Болот, выполняли особые задания. Посмотрите на этот список внимательно». Он проводит пальцем по строчкам, и голос его становится тише, напряженнее. 1. Болот Шер. Умер в 2017-м. Сердце. 2. Талант Мамытов. Умер в 2011-м. Автокатастрофа. 3. Бакыт Осмонов. Пропал без вести в 2012-м. 4. Эрмек Садыков. Умер в 2013-м. Инсульт. 5. Азамат Джумабаев. Умер в 2014-м. Несчастный случай на охоте. Нурлан делает паузу, и в тишине слышно, как он тяжело дышит. Из 12 человек в этом списке в живых остались только 3. Я один из них. Как вы думаете, это совпадение? Или кто-то методично убирал всех, кто мог что-то знать? Существует медицинская карта болота Шера, которая хранится в архиве одной из частных клиник Бишкека. Доступ к этой карте ограничен, но один из врачей, работавший с болотом в последние годы его жизни, согласился поделиться информацией на условиях анонимности. Этот врач, назовем его доктор К, вспоминает, что Болот впервые обратился к нему в марте 2016 года с жалобами на бессонницу, головные боли и приступы паники. «Я сразу понял, что это необычный стресс», — рассказывает доктор К. «Это было что-то глубокое, травматическое.
Я предложил ему консультацию психотерапевта, но он категорически отказался. Сказал, что не может говорить о том, что его беспокоит. Не может и не будет. Доктор К. назначил Болоту седативные препараты, но они помогали плохо. Болот возвращался снова и снова, каждый раз выглядя все хуже. Он терял вес, его руки постоянно дрожали, он вздрагивал от резких звуков. Однажды, это было в ноябре 2016 года, он пришел ко мне и сказал: «Доктор, скажите честно, может ли человек умереть от того, что знает слишком много?» Я не понял, о чем он говорит. Я ответил что-то общее про психосоматику. Но он покачал головой и сказал: «Нет, я не об этом. Я о том, что есть вещи, которые нельзя знать и остаться в живых». Доктор К. пытался выяснить, что именно имел в виду Болот, но тот замолчал и больше не возвращался к этой теме. А через 3 месяца Болот Шер был мертв. Доктор К. признается, что его всегда смущала официальная причина смерти Болота — острая сердечная недостаточность. «Да, у него были проблемы с сердцем», — говорит врач, «но не настолько серьезные, чтобы привести к внезапной смерти. Я видел его кардиограммы, результаты анализов. Это было сердце человека, который испытывает хронический стресс, но не сердце человека на грани инфаркта». Доктор К. поднимает вопрос, который многие боятся задавать вслух. А что, если Болот Шер умер не своей смертью? Что, если его смерть была инсценирована под естественную? «Существуют препараты, — говорит доктор К., и голос его становится почти неслышным, которые могут вызвать остановку сердца, не оставляя следов в организме. Если не проводить специализированную токсикологическую экспертизу, такую смерть легко списать на сердечный приступ. А экспертизу в случае Болота не проводили. Его похоронили через 2 дня после смерти, без вскрытия, без дополнительных исследований». Доктор К. делает паузу, и в его глазах читается страх. «Я не утверждаю, что его убили. Я просто говорю, что вопросы есть». И эти вопросы никто не задавал. В медицинской карте Болота Шера есть еще одна деталь, которая привлекает внимание. В записях за декабрь 2016 года, за 2 месяца до его смерти, доктор К. зафиксировал: пациент жалуется на ощущение, что за ним следят. Утверждает, что видит одну и ту же машину возле своего дома. Говорит, что его телефон прослушивается. Рекомендовано обследование у психиатра для исключения параноидального расстройства. Но был ли это действительно параноидальный бред? Или Болот говорил правду? Нурлан Касымов, коллега Болота, утверждает, что в последние годы жизни Болот действительно вел себя как человек, который знает, что за ним наблюдают. «Он никогда не говорил по мобильному телефону о чем то важном», — вспоминает Нурлан. «Всегда просил встретиться лично, если нужно было что-то обсудить. Он менял маршруты, когда ездил в город. Никогда не ходил одним и тем же путем дважды. Это не паранойя, это поведение человека, который знает, что его жизнь в опасности». Если Болот действительно был под наблюдением, то кто за ним следил? Спецслужбы, которые хотели убедиться, что он не заговорит? Или те, кто организовал вывоз золота и боялся, что Болот может стать слабым звеном? Существует еще один свидетель, о котором до сих пор мало кто знает. Это женщина по имени Гульнара, которая в 2010 году работала уборщицей в особняке Бакиевых в Таите. Гульнара — простая сельская женщина, мать 4 детей, которая устроилась на работу в дом президентской семьи, чтобы прокормить семью. Она не была частью элиты, не имела доступа к секретам, не присутствовала на важных встречах. Но она была там. Она видела. И сегодня, спустя 16 лет, она впервые решается рассказать о том, что происходило в особняке в последние дни перед революцией. «Я боялась говорить», — признается Гульнара, и слезы текут по ее щекам. «Я боялась за своих детей. Мне говорили, что если я хоть слово скажу кому-нибудь, моя семья пострадает. Но прошло столько лет. Мои дети выросли, а я больше не могу молчать. Я должна рассказать правду». Гульнара вспоминает, что атмосфера в особняке начала меняться еще в начале апреля. Охранники стали нервными, агрессивными. Члены семьи Бакиевых почти не выходили из своих комнат. А в ночь с 10 на 11 апреля
В дом приехали люди, которых Гульнара никогда раньше не видела. Мужчины в штатском, без опознавательных знаков, которые сразу прошли в подвал и провели там несколько часов. Гульнара работала в особняке до позднего вечера 11 апреля. Ее смена должна была закончиться в 22 часа, но в тот день ее попросили остаться подольше. «Мне сказали убрать в гостевых комнатах на 2-м этаже», — рассказывает она. Я поднялась наверх и начала работать. Было около 23 часов. Вдруг я услышала шум внизу. Голоса, шаги, звук передвигаемой мебели. Я выглянула в коридор и увидела, как несколько мужчин выносят из подвала тяжелые ящики. Ящики были металлические, запечатанные. Их грузили в машины, которые стояли у черного входа. Гульнара насчитала 6 ящиков. Каждый ящик несли 2 мужчин, и видно было, что ящики очень тяжелые. «Я спряталась в одной из комнат, потому что боялась, что меня увидят», — продолжает Гульнара. Я стояла у окна и смотрела, как они грузят ящики в 3 черных внедорожника. Один из водителей стоял в стороне, курил. Я запомнила его лицо, потому что он выглядел очень молодым, почти мальчишкой. Позже, когда я увидела фотографию болота Шера в газете, я сразу узнала его. Это был он. Гульнара утверждает, что после того, как машины уехали, в особняке началась паника. Охранники бегали по комнатам, что-то искали, кричали друг на друга. Один из них поднялся на 2-й этаж и увидел Гульнару. «Он схватил меня за руку и спросил, что я здесь делаю», — вспоминает женщина, и голос ее дрожит. «Я сказала, что убираю комнаты, как мне велели». Он посмотрел на меня долгим взглядом и сказал: «Ты ничего не видела. Понятно? Ничего. Если кто-то спросит, ты ушла домой в 22 часа. Ты здесь не была». Я кивнула. Он отпустил меня и сказал: «Иди домой и забудь эту ночь. Если не забудешь, пожалеешь». Гульнара ушла из особняка около полуночи. Она шла пешком через село, и когда обернулась, увидела зарево над домом Бакиевых. Особняк горел. «Я поняла, что они уничтожают следы», — говорит Гульнара. «Они вывезли все ценное, а потом подожгли дом, чтобы никто не смог доказать, что там что-то было». Гульнара не рассказывала об этом никому. Ни следователям, ни журналистам, ни даже своей семье. Она молчала 16 лет. Но теперь она говорит. «Почему?» «Потому что Болот-Шер мертв», — отвечает она. «Потому что все, кто был в той цепочке, либо мертвы, либо исчезли. И я понимаю, что если я не расскажу сейчас, правда умрет вместе со мной». Показания Гульнары поднимают новые вопросы. Если она действительно видела, как из особняка вывозили 6 тяжелых металлических ящиков, то что было в этих ящиках? Золото? Деньги? Документы? И куда эти ящики делись потом? Гульнара не знает. Она видела только погрузку, но не знает, куда поехали машины. Однако ее показания совпадают с тем, что рассказывал Азамат, охранник соседней фермы, который видел колонну машин, покидавших территорию особняка, в 4 часа утра. Если сложить эти 2 свидетельства вместе, получается следующая картина. Около 23 часов 11 апреля из подвала особняка начали выносить ящики. Погрузка заняла около часа. Затем машины простояли на месте еще несколько часов. Возможно, ждали темноты или получали дальнейшие инструкции. И около 4 часов утра 12 апреля колонна тронулась в путь. Куда? Азамат говорил, что машины свернули на дорогу, ведущую к границе с Узбекистаном. Но пересекли ли они границу? Или свернули где-то по пути и спрятали груз в другом месте? Нурлан Касымов, коллега болота Шера, предлагает свою версию. «Я думаю, что золото никогда не покидало территорию Кыргызстана», — говорит он. «Слишком рискованно было везти такой груз через границу. Слишком много контрольных пунктов, слишком много свидетелей. Я думаю, что они спрятали золото где-то в горах, в одном из тайников, которые были подготовлены заранее. А потом планировали вывести его частями, постепенно, когда ситуация успокоится. Эта версия объясняет, почему золото так и не всплыло ни в одном банке, ни в одной ювелирной лавке. Оно просто лежит где-то в земле, ждет своего часа. Но если это так, то кто знает, где именно оно спрятано?
Болот-Шер знал? Или он был просто водителем, который вез груз туда, куда ему сказали, не зная конечной точки маршрута? Карта, найденная в его чемодане после смерти, с пометками красным маркером, это карта тайников? Или это просто случайные отметки, не имеющие отношения к золоту? Доктор К, врач Болота-Шера, вспоминает еще один разговор, который произошел между ними в январе 2017 года, за месяц до смерти Болота. «Он пришел ко мне на прием, и я заметил, что он выглядит особенно плохо», — рассказывает доктор. Я спросил, что случилось. Он долго молчал, а потом сказал: «Доктор, а вы верите в проклятие?» Я не понял, о чем он говорит. Он продолжил: «Я видел вещи, которые не должен был видеть. Я знаю вещи, которые не должен знать. И теперь это знание убивает меня. Медленно, но верно. Как проклятие». Доктор К пытался убедить Болото, что никаких проклятий не существует, что его состояние — результат стресса и тревоги, которые можно лечить. Но Болот покачал головой. «Вы не понимаете», — сказал он. «Это не просто стресс. Это цена. Цена за то, что я молчу. Каждый день молчания отнимает у меня кусочек жизни. Но если я заговорю, я умру сразу. Так что у меня нет выбора. Я могу только ждать, когда это закончится». Через месяц Болот-Шер был мертв. Было ли это проклятие, о котором он говорил? Или это была реальная угроза, которая висела над ним все эти годы и в конце концов настигла его? Гульнара, бывшая уборщица из особняка Бакиевых, рассказывает еще об одной детали, которая может быть важной. В ночь с 11 на 12 апреля, когда она пряталась в комнате на втором этаже и наблюдала за погрузкой ящиков, она слышала разговор двух мужчин. Они стояли прямо под окном, и их голоса были отчетливо слышны. Один из них сказал: «Это последний рейс, после этого все заметаем». Второй ответил: «А водители?» Первый помолчал, а потом сказал: «Водители ничего не знают. Они везли груз туда, куда им сказали. Они не знают, что в ящиках. Они не знают конечной точки. Они — просто инструмент». Гульнара вспоминает, что эти слова ее успокоили. Она подумала, что если водители ничего не знают, значит, они в безопасности. Но теперь, спустя годы, она понимает, что все было не так просто. Если водители действительно ничего не знали, почему тогда они умирали один за другим, спрашивает Гульнара. Почему Болот-Шер, Талант Мамытов, Бакыт Осмонов и другие, все они мертвы или пропали без вести? Может быть, они знали больше, чем думали те, кто их нанял, или, может быть, их убрали просто на всякий случай, чтобы не осталось свидетелей? Нурлан Касымов предлагает еще одну версию. «Я думаю, что Болот знал больше, чем должен был знать», — говорит он. «Я думаю, что он что-то видел или слышал в ту ночь, что-то, что выходило за рамки его задания. И это знание сделало его опасным. Не для следствия, а для тех, кто организовал всю операцию». Нурлан вспоминает, что после апрельских событий Болот изменился не только внешне, но и внутренне. «Он стал другим человеком», — говорит Нурлан. «Раньше он был спокойным, уравновешенным, даже веселым. А после той ночи он стал замкнутым, подозрительным, нервным. Как будто внутри него что-то сломалось». Что именно сломалось? Что Болот увидел или услышал, что так изменило его? Может быть, он видел лица людей, которые руководили операцией? Может быть, он слышал разговоры о том, куда везут золото и кто будет его делить? Может быть, он понял, что стал частью преступления, которое навсегда изменит историю страны? Мы никогда не узнаем ответов на эти вопросы, потому что Болот-Шер унес их с собой в могилу. Или все таки не унес? Представьте себе группу из 15 человек, которые знали абсолютно все о последних днях режима Бакиева. Каждый секретный счет в зарубежных банках, каждый тайник с золотом, каждый запасной маршрут для бегства, каждое имя тех, кто помогал семье президента выводить капиталы из страны. Эти 15 человек не были министрами или генералами. Они были техническими исполнителями, водителями, охранниками, курьерами, людьми, которые находились в тени, но видели все. Согласно документам Государственного комитета национальной безопасности, помеченным грифом «Совершенно секретно» и датированным августом 2010 года, существовал список этих 15 человек.
Список назывался «Объекты особого внимания по делу о хищении государственного имущества». К 2020 году из этих 15 человек в живых оставалось только 4. 11 умерли при различных обстоятельствах. Сердечные приступы, автокатастрофы, несчастные случаи, исчезновения без следа. Статистики утверждают, что вероятность такого количества смертей в одной группе людей примерно того же возраста за 10 лет составляет менее 3%. Но цифра — это одно, а реальность — совсем другое. Кто стоял за этой цепочкой смертей? Была ли это спланированная операция по зачистке свидетелей? Или каждый из этих людей действительно стал жертвой несчастного случая, а мы просто ищем заговор там, где его нет? Один из 4 выживших, человек, которого мы назовем Маратом, потому что он согласился говорить только на условиях полной анонимности, рассказывает историю, от которой кровь стынет в жилах. Марат работал в 2010 году в службе безопасности одного из родственников Бакиева. Его задачей было сопровождать грузы, которые привозились между различными объектами семьи президента. В ночь с 11 на 12 апреля Марат получил приказ прибыть к особняку в Таити и обеспечить безопасность операции по эвакуации ценностей. Он прибыл туда около 23 часов 30 минут и оставался на месте до 4 часов утра. За эти 4,5 часа он видел то, о чем потом не мог забыть ни на день. «Я видел, как из подвала выносили мешки», — рассказывает Марат, и голос его становится хриплым от напряжения. Мешки были тяжелые, банковские, с печатями. Я знал, что в них. Все знали. Это были доллары, евро, золотые слитки. Я видел, как один из мешков случайно порвался, и оттуда высыпались пачки 100-долларовых купюр. Их было так много, что земля вокруг была буквально усыпана деньгами. Люди быстро собрали купюры обратно, но я запомнил эту картину. Деньги на земле, в грязи, а вокруг суета, паника, страх. Марат утверждает, что операция была организована с военной точностью. Каждый человек знал свою роль. Были те, кто выносил мешки из подвала, были те, кто грузил их в машины. Были водители, которые ждали у черного входа. Были охранники, которые следили за периметром, и был координатор, человек, который отдавал приказы и контролировал весь процесс. «Я не знаю, кто он был», — говорит Марат. Он не представился, он просто давал указания, и все подчинялись. Он был одет в темный костюм, говорил тихо, но властно. Все его боялись. Я видел, как один из охранников попытался задать ему вопрос, и координатор посмотрел на него таким взглядом, что тот сразу замолчал и отошел. Марат вспоминает, что координатор несколько раз разговаривал по спутниковому телефону. Разговоры были короткими, всего несколько фраз. «Груз готов. Маршрут подтвержден. Начинаем движение». После каждого разговора координатор отдавал новые приказы, и операция продолжалась. Кто был на другом конце линии? Кто руководил всей этой операцией из тени? Был ли это сам Бакиев? Или кто-то из его ближайшего окружения? Или, может быть, кто-то совсем другой? Кто-то, кто использовал хаос революции для собственного обогащения? Марат рассказывает, что около 3 часов ночи произошел инцидент, который едва не сорвал всю операцию. К воротам особняка подъехала машина местной полиции. 2 полицейских вышли из машины и направились к входу. Охранники немедленно перекрыли им путь. Завязался спор. Полицейские требовали объяснить, что происходит, почему в доме свет, почему так много машин. Охранники говорили, что это частная территория, что полиция не имеет права здесь находиться без ордера. Спор становился все громче. Марат видел, как координатор подошел к полицейским, что-то сказал им вполголоса и протянул конверт. Полицейские открыли конверт, посмотрели на содержимое, переглянулись и молча вернулись к своей машине. Через минуту они уехали. «Я не знаю, сколько денег было в том конверте», — говорит Марат. «Но это были не тысячи, это были десятки тысяч. Может быть, сотни тысяч. Потому что полицейские ушли без вопросов. Они просто взяли деньги и исчезли, как будто ничего не видели». Этот эпизод показывает, насколько глубоко коррупция проникла в систему. Даже в разгар революции, когда власть Бакиева рушилась, деньги все еще решали все. Деньги покупали молчание, деньги покупали безопасность, деньги
покупали время. Около 4 часов утра погрузка была завершена. Марат насчитал 5 машин, 3 черных внедорожника «Лексус» и 2 грузовика «КамАЗ» с закрытыми тентами. Координатор собрал всех участников операции, их было около 20 человек, и произнес короткую речь. «Он сказал, что мы выполнили важное задание», — вспоминает Марат, «что наша работа будет оценена, что каждый из нас получит вознаграждение. Но он также сказал, что если кто-то из нас хоть слово скажет о том, что здесь происходило, этот человек пожалеет». Он не угрожал напрямую, он просто сказал: «Вы все знаете, с кем имеете дело. Вы знаете, что мы можем. Так что будьте умными. Молчите, и все будет хорошо». После этого координатор раздал конверты с деньгами. Каждый получил по $5000 наличными. «Это были кровавые деньги», — говорит Марат, и в его голосе слышится горечь. «Я взял их, потому что боялся отказаться. Но я знал, что эти деньги принесут мне только несчастье. И я был прав». Марат утверждает, что после той ночи его жизнь превратилась в кошмар. Он не мог спать, потому что каждый раз, закрывая глаза, видел мешки с деньгами, лицо координатора, горящий особняк. Он не мог есть, потому что любая еда вызывала у него тошноту. Он не мог работать, потому что не мог сосредоточиться ни на чем, кроме того, что произошло в ту ночь. «Я начал пить», — признается Марат. «Я пил, чтобы забыть. Но алкоголь не помогал. Наоборот, он делал все хуже. Когда я был пьян, воспоминания становились еще ярче, еще страшнее». Марат потерял работу, потерял семью, потерял друзей. Он скитался по стране, меняя города, меняя имена, пытаясь убежать от прошлого. Но прошлое преследовало его. «Я видел их», — говорит Марат, и глаза его наполняются ужасом. «Я видел, как они умирали, один за другим. Талант Мамытов — автокатастрофа. Бакыт Осмонов исчез. Эрмек Садыков — инсульт. Каждый раз, когда я слышал о новой смерти, я понимал, что я следующий, что они доберутся и до меня. Это только вопрос времени». Но Марат выжил. Почему? Он сам не знает точного ответа. «Может быть, потому что я исчез», — говорит он. «Я ушел в подполье. Я перестал пользоваться телефоном, перестал выходить на связь с кем-либо из прошлого. Я стал призраком. Может быть, они решили, что я уже не представляю угрозы? Или, может быть, они просто не нашли меня? Я не знаю». Марат живет сейчас в маленьком селе на границе с Казахстаном, под чужим именем. Работает разнорабочим на стройке. Он не имеет паспорта, не имеет официального статуса, не имеет будущего. Но он жив. И он решил рассказать свою историю, потому что понял — молчание не спасает. «Болот-Шер молчал», — говорит Марат. И он умер. Талант молчал, и он умер. Бакыт молчал, и он исчез. Все они думали, что молчание защитит их, но оно не защитило. Так что я решил говорить. Пусть убьют меня за это. Но хотя бы правда выйдет наружу. История Марата поднимает вопрос, который мучает всех, кто занимается этим делом. Куда делось золото? Марат утверждает, что он не знает конечной точки маршрута. Его задачей было обеспечить безопасность погрузки, а не сопровождать груз до места назначения. Но он слышал разговоры. Один из водителей, это был не Болот, а другой человек, говорил, что они поедут на юг, вспоминает Марат. Он сказал, что маршрут идет через горы, через перевалы, которые редко патрулируются. Он сказал, что это займет несколько часов, но к утру они должны быть на месте. Марат пытался выяснить, что это за место, но водитель замолчал, когда заметил, что его слушают. «Я понял, что это секрет», — говорит Марат, «что только водители знают, куда они везут груз, и что этот секрет стоит им жизни». Если предположить, что водители действительно знали конечную точку маршрута, то их смерти приобретают новый смысл. Их убрали не просто как свидетелей операции. Их убрали как единственных людей, которые могли привести к золоту. Существует еще один документ, который проливает свет на эту историю. Это отчет оперативной группы Государственного комитета национальной безопасности, датированный июнем 2011 года. В этом отчете описывается попытка найти тайники с золотом в горных районах Джалалабадской области.
Оперативники обследовали несколько пещер, заброшенных шахт и горных ущелий, которые, по их мнению, могли использоваться для хранения ценностей, но поиски не дали результатов. «Мы не нашли ничего», — говорится в отчете. Либо информация о тайниках была ложной, либо ценности были вывезены из страны до начала наших поисков. Но был ли этот отчет правдивым? Или оперативники нашли золото, но решили скрыть этот факт? Марат предлагает свою версию. «Я думаю, что они нашли», — говорит он. «Я думаю, что они нашли золото и разделили его между собой. Потому что если бы они действительно ничего не нашли, они бы продолжали искать». Но поиски прекратились, дело закрыли, все замолчали. Это не похоже на провал. Это похоже на успех, который нужно скрыть. Если версия Марата верна, то получается, что золото Бакиевых так и не вернулось народу. Оно просто перешло из одних рук в другие. Из рук свергнутого президента в руки тех, кто пришел ему на смену. Это объясняет, почему дело о мародерстве было закрыто так быстро и так тихо. Это объясняет, почему никто из высокопоставленных чиновников не был привлечен к ответственности. Это объясняет, почему свидетели умирали один за другим, а расследование топталось на месте. Потому что правда была слишком опасной. Правда разоблачала не только Бакиева, но и тех, кто пришел после него. Правда показывала, что революция не изменила систему. Она просто сменила лица у кормушки. А золото, украденное у народа, так и осталось украденным. Только теперь его украли другие люди. Марат рассказывает еще об одной детали, которая может быть ключевой. В ту ночь, когда он охранял погрузку в Таити, он заметил, что один из мешков с золотом был помечен особым образом. На мешке был нарисован красный крест. Простой, но отчетливый. «Я спросил у одного из грузчиков, что означает этот крест», — вспоминает Марат. Он посмотрел на меня, как на идиота, и сказал: «Это метка, этот мешок не трогать, он для особых людей». Марат не понял тогда, что это значит. Но позже, когда он начал анализировать события той ночи, он пришел к выводу, что мешок с красным крестом предназначался не для вывоза, а для раздела на месте. «Я думаю, что это была взятка», — говорит Марат. «Взятка тем, кто организовал операцию. Тем, кто обеспечил безопасность. Тем, кто закрыл глаза и заткнул рты. Этот мешок был платой за молчание». Если это так, то сколько золота было в том мешке? И кто его получил? Координатор? Или кто-то выше? Кто-то из силовых структур? Кто-то из новой власти, которая уже тогда, в разгар революции, думала не о справедливости, а о том, как урвать свой кусок? Существует теория, которую высказывают некоторые независимые исследователи. Золото Бакиевых никогда не покидало Кыргызстан, потому что его физически невозможно было вывести незаметно. 1,5 тонны золота — это огромный вес и объем. Это не чемодан с деньгами, который можно спрятать в багажнике машины. Это груз, который требует специального транспорта, специальных условий хранения, специальных документов для пересечения границы. Даже в условиях хаоса и революции вывести такое количество золота через границу было бы крайне рискованно. Слишком много контрольных пунктов, слишком много таможенников, слишком много свидетелей. Поэтому, согласно этой теории, золото было спрятано где-то на территории Кыргызстана, в месте, которое было подготовлено заранее. Возможно, в одном из бункеров, построенных еще в советское время. Возможно, в заброшенной шахте. Возможно, в подземном хранилище под одним из особняков семьи Бакиевых. И оно лежит там до сих пор, ожидая момента, когда его можно будет безопасно извлечь и вывести. Карта, найденная в чемодане болота Шера после его смерти, может быть ключом к разгадке. На этой карте красным маркером отмечено несколько точек в горных районах Джалалабадской области. Что это за точки? Дети болота пытались разобраться, но не смогли найти никакой логики в этих отметках. Одна точка находится в районе перевала Карабура, другая — возле заброшенного рудника в ущелье Кокард. Третья — в районе села Каракульджа, известного своими пещерами. Четвертая — возле водохранилища Токтагул. Пятая — в горах недалеко от границы с Узбекистаном. Что связывает эти точки? Это маршрут, по которому везли золото? Или это возможные места тайников? Или это просто случайные отметки, не имеющие отношения к делу?
Дети болота передали карту журналистам, надеясь, что кто-то сможет разгадать ее значение. Но до сих пор никто не смог. Карта остается загадкой, как и вся история золота Бакиевых. Доктор К, врач болота Шера, предлагает свою интерпретацию. «Я думаю, что болот оставил эту карту намеренно», — говорит он. «Я думаю, что он знал, что умрет, и хотел оставить после себя след. Не для того, чтобы кто-то нашел золото, а для того, чтобы люди знали, золото существует. Оно не исчезло. Оно где-то есть. И те, кто говорит, что его нет, лгут». Доктор К вспоминает последний разговор с болотом, который состоялся за 2 недели до его смерти. Он сказал мне: «Доктор, я хочу, чтобы вы кое-что знали. Если со мной что-то случится, если я умру внезапно, знайте, это не случайность. Это не сердце. Это они». Доктор К спросил, кто они. Болот не ответил. Он просто посмотрел в окно и сказал: «Те, кто не хочет, чтобы правда вышла наружу». Через 2 недели Болот Шер был мертв. Доктор К до сих пор мучается вопросом, должен ли он был сделать что-то тогда? Должен ли он был настоять на вскрытии, на токсикологической экспертизе? Но он не сделал. Он промолчал. Как и все остальные. Гульнара, бывшая уборщица из особняка Бакиевых, добавляет еще одну деталь к этой мозаике. Она вспоминает, что за несколько дней до революции, примерно в начале апреля 2010 года, в особняк приезжали строители. «Они работали в подвале», — рассказывает Гульнара. «Я не знаю, что именно они делали, потому что нам запретили туда спускаться. Но я слышала звуки. Стук молотков, шум дрели, голоса рабочих. Они работали несколько дней, с утра до вечера, а потом уехали, и после этого подвал был закрыт на замок. Даже охранникам не разрешали туда заходить». Гульнара предполагает, что строители могли оборудовать в подвале тайник или секретное хранилище. «Может быть, они построили стену, за которой спрятали золото», — говорит она. «Может быть, они вырыли яму и закопали ценности прямо под полом. Я не знаю. Но я уверена, что они что-то прятали». Если это так, то золото могло остаться в особняке даже после пожара. Огонь уничтожил верхние этажи, но подвал мог уцелеть. И если в подвале действительно был тайник, он мог сохраниться до сих пор. Нурлан Касымов, коллега болота Шера, предлагает организовать экспедицию к особняку в Таите. «Я хочу проверить эту версию», — говорит он. «Я хочу спуститься в подвал и посмотреть, что там осталось. Может быть, мы найдем что-то, может быть, нет. Но мы должны попытаться». Нурлан понимает, что это опасно, что те, кто не хочет, чтобы правда вышла наружу, могут попытаться остановить его. Но он готов рискнуть. «Я устал молчать», — говорит Нурлан. «Я устал бояться. Болот умер, храня молчание. Талант умер. Бакыт исчез. Сколько еще людей должны умереть, прежде чем мы скажем «хватит»? Я не хочу быть следующим. Я хочу, чтобы правда вышла наружу, пока я еще жив». Удастся ли Нурлану организовать эту экспедицию? Найдет ли он что-нибудь в подвале особняка? Или он станет еще одной жертвой в длинной цепи смертей, связанных с золотом Бакиевых? Марат, выживший участник операции по вывозу ценностей, говорит, что он готов присоединиться к экспедиции. «Я хочу увидеть это место снова», — говорит он. «Я хочу вернуться туда, где все началось. Может быть, это поможет мне закрыть эту главу. Может быть, это поможет мне найти покой». Марат понимает, что возвращение в Таит может быть смертельно опасным, что те, кто организовал операцию, могут узнать о его планах и попытаться остановить его. Но он не боится. «Я уже мертв, говорит Марат. «Я умер в ту ночь, когда увидел мешки с золотом и понял, что стал частью преступления. Все эти годы я просто существовал, как призрак. Так что мне терять нечего. Пусть убьют меня, но хотя бы я умру, пытаясь найти правду». Доктор К предупреждает, что экспедиция может быть ловушкой. «Подумайте», — говорит он, — «если золото действительно спрятано в особняке, и если те, кто его спрятал, до сих пор живы и на свободе, они не позволят вам просто прийти и забрать его. Они будут ждать вас там. Они будут готовы. И вы можете не вернуться». Но Нурлан и Марат непреклонны. Они решили действовать.
Они договорились встретиться в Бишкеке, собрать группу доверенных людей и отправиться в Таит. Дата экспедиции назначена на конец этого месяца. Что они найдут там? Золото? Пустоту? Или свою смерть? Мы узнаем очень скоро, а пока остается только ждать и задавать вопросы, на которые пока нет ответов. Впервые за 35 лет человек, который нес личную ответственность за сохранность самых секретных документов режима Бакиева, соглашается говорить перед камерой. Его зовут Асан, ему 62 года, и последние 16 лет он прожил в постоянном страхе, что его найдут и заставят замолчать навсегда. Асан работал архивариусом в одном из закрытых подразделений президентской администрации, где хранились документы с грифом особой важности. Бумаги, которые никогда не должны были покинуть стальные сейфы. Но в ночь с 10 на 11 апреля 2010 года, когда стало ясно, что режим рушится, Асану приказали уничтожить весь архив, сжечь все до последнего листа. Он работал всю ночь, методично бросая папки в железную бочку, где бумаги превращались в пепел. Но 3 документа он не сжег. 3 документа он спрятал под рубашкой и вынес из здания. Почему он это сделал? Потому что я понял, что если все доказательства исчезнут, правда умрет вместе с ними, — говорит Асан, и руки его дрожат, когда он достает из старого портфеля пожелтевшие листы. Эти документы — это ключ. Ключ к пониманию того, кто на самом деле стоял за операцией по вывозу золота. И почему все свидетели умирали один за другим. Что написано в этих документах? Какие имена, какие суммы, какие приказы, которые изменят все, что мы думали, что знаем об этой истории? Первый документ, который Асан показывает, датирован 8 апреля 2010 года. За 3 дня до вывоза золота из особняка в Таите. Это служебная записка на бланке администрации президента, адресованная координатору специальной операции номер 7. В записке содержится приказ обеспечить эвакуацию материальных ценностей из объекта Таит в соответствии с планом Омега, привлечь только проверенных исполнителей из списка категории А, обеспечить полную конфиденциальность. После завершения операции провести зачистку информационного поля. Асан объясняет, что план Омега был разработан еще в 2008 году, когда в администрации президента начали понимать, что народное недовольство растет и может привести к революции. План предусматривал эвакуацию семьи Бакиева и вывоз наиболее ценных активов в случае угрозы режиму. Список категории А — это 15 человек, которым доверяли самые секретные задания. Среди них был Балот-Шер. Зачистка информационного поля — это эвфемизм, который означает устранение всех, кто может рассказать о том, что произошло. Асан делает паузу и смотрит прямо в камеру. Этот документ доказывает, что смерти водителей и охранников не были случайностью. Это была спланированная операция. Операция по уничтожению свидетелей. Второй документ еще более шокирующий. Это список из 15 фамилий, тот самый список категории А. Рядом с каждой фамилией стоит дата и короткая пометка. Балот-Шер, 17 февраля 2017 года. Выполнено. Талант Мамытов, 23 июля 2011 года. Выполнено. Бакыт Осмонов, 14 марта 2012 года. Выполнено. Эрмек Садыков, 9 ноября 2013 года. Выполнено. Список продолжается. 11 фамилий помечены словом «выполнено». 4 фамилии остались без пометок. Среди этих 4 — имя Марата, того самого охранника, который сейчас живет в подполье на границе с Казахстаном. Асан объясняет, что этот список попал к нему случайно, в последние часы перед уничтожением архива. «Я увидел его в одной из папок и сразу понял, что это необычный документ», — говорит Асан. «Это был список смерти, список людей, которых нужно было убрать. И когда я начал следить за новостями и видел, как один за другим умирают люди из этого списка, я понял, что держу в руках доказательства преступления. Преступление, которое продолжается до сих пор. Кто составил этот список? Кто отдавал приказы? Кто исполнял эти приказы? Асан не знает точно, но у него есть версия.
Третий документ — это финансовый отчет, датированный 15 апреля 2010 года, через 3 дня после вывоза золота из Таита. В отчете перечислены суммы, выплаченные различным лицам за выполнение специальных заданий. Общая сумма составляет $2 300 000 США. Среди получателей несколько фамилий, которые Асан не может назвать вслух, потому что эти люди до сих пор занимают высокие посты в государственных структурах Кыргызстана. «Я не могу назвать их имена, потому что это будет означать мою смерть», — говорит Асан. «Но я могу сказать, что среди них есть генералы, есть чиновники, есть бизнесмены. Люди, которые сегодня считаются уважаемыми членами общества. Люди, которые публично осуждают коррупцию и воровство. Но в 2010 году эти люди получили деньги за то, что помогли вывести золото Бакиевых и скрыть следы преступления». Асан показывает копию этого документа, где имена получателей закрыты черными полосами. «Я оставил оригинал в надежном месте», — говорит он. «Если со мной что-то случится, этот документ будет опубликован, и тогда все узнают правду». Асан рассказывает, что после того, как он вынес эти 3 документа из архива, его жизнь превратилась в бегство. Он понимал, что если кто-то узнает о существовании этих бумаг, его убьют. Поэтому он исчез. Уволился с работы, продал квартиру, разорвал все связи с прошлым. Он переезжал из города в город, из села в село, никогда не оставаясь на одном месте дольше нескольких месяцев. Он не пользовался мобильным телефоном, не выходил в интернет, не общался с бывшими коллегами. «Я стал невидимкой», — говорит Асан. «Я жил как партизан на оккупированной территории. Каждый день я просыпался с мыслью, а вдруг сегодня они меня найдут. Каждый стук в дверь, каждый незнакомый человек на улице — все это было потенциальной угрозой». Асан признается, что несколько раз был близок к тому, чтобы сдаться, сжечь документы и попытаться вернуться к нормальной жизни. Но каждый раз, когда он слышал о новой смерти кого-то из списка, он понимал, что не может этого сделать. «Эти люди умерли, потому что знали правду», — говорит Асан. «Если я уничтожу документы, их смерть будет напрасной. Правда должна выйти наружу. Ради них. Ради всех, кто пострадал от этого преступления». Почему Асан решил заговорить именно сейчас, спустя 16 лет? «Потому что я понял, что время уходит», — отвечает он. «Мне 62 года, мое здоровье ухудшается. Я могу умереть в любой момент. И если я умру, не рассказав правду, эти документы останутся лежать в тайнике, и никто никогда не узнает, что произошло на самом деле». Асан также говорит, что его вдохновила история болота Шера. «Когда я узнал, что болот умер, я понял, что он унес свою тайну в могилу», — говорит Асан. Он молчал до конца, и это молчание не спасло его. Его все равно убили. Так зачем молчать? Если молчание не защищает, может быть, правда защитит? Может быть, если я расскажу все, что знаю, и опубликую документы, они не посмеют меня тронуть? Потому что моя смерть после публикации будет слишком очевидной, слишком подозрительной. А сам понимает, что это рискованная стратегия, но у него нет другого выбора. «Я устал бояться», — говорит он. «Я хочу прожить остаток жизни как свободный человек. Человек, который сказал правду». Документы, которые показывает Асан, поднимают вопрос о том, кто же на самом деле стоял за операцией по вывозу золота. Был ли это сам Курманбек Бакиев? Или кто-то из его ближайшего окружения действовал самостоятельно, используя хаос революции для личного обогащения? Асан склоняется ко второй версии. «Я думаю, что Бакиев знал о плане эвакуации ценностей», — говорит он. «Но я не думаю, что он контролировал все детали. Он был слишком занят попытками удержать власть. А те, кто был рядом с ним, воспользовались ситуацией. Они организовали вывоз золота, но не для того, чтобы сохранить его для Бакиева. Они сделали это для себя». Асан указывает на финансовый отчет, где перечислены выплаты за специальные задания. «Посмотрите на эти суммы», — говорит он. $2 300 000. Это огромные деньги. Кто их платил? Бакиев? Вряд ли. Он бежал из страны практически без гроша. Эти деньги платили те, кто забрал золото себе. Они платили исполнителям, чтобы те молчали.
а потом убивали их, чтобы гарантировать молчание навсегда. Асан предлагает свою реконструкцию событий той ночи. Около 23 часов 11 апреля 2010 года группа людей, действовавших по заранее разработанному плану, прибыла к особняку в Таити. Среди них были представители силовых структур, бизнесмены, связанные с семьей Бакиева, и технические исполнители — водители, охранники, грузчики. Операцией руководил координатор, личность которого до сих пор остается загадкой. Из подвала особняка вынесли 6 металлических ящиков с золотыми слитками, несколько десятков мешков с наличными деньгами и ящики с документами. Все это погрузили в 3 внедорожника и 2 грузовика. Около 4 часов утра 12 апреля колонна покинула территорию особняка и направилась на юг, в горы. Маршрут был выбран так, чтобы избежать контрольных пунктов и свидетелей. Колонна двигалась по проселочным дорогам, через перевалы, по маршруту, который был разведан заранее. Конечная точка маршрута — один из тайников, подготовленных еще в рамках плана «Омега». Возможно, это был бункер, построенный в советское время. Возможно, заброшенная шахта. Возможно, подземное хранилище под одним из объектов, принадлежавших доверенным лицам семьи Бакиева. После того, как груз был доставлен в тайник и разгружен, началась вторая фаза операции — зачистка информационного поля. Всем участникам операции выплатили обещанное вознаграждение. Каждый получил по $5000 наличными. Им сказали, что это плата за молчание, что если они будут молчать, с ними ничего не случится. Но организаторы операции понимали, что деньги не гарантируют молчание. Люди могут заговорить под давлением следствия, под влиянием совести, из желания отомстить. Поэтому было принято решение устранить всех исполнителей. Не сразу, чтобы не вызвать подозрений, а постепенно, растянув процесс на несколько лет. Один за другим люди из списка категории А начали умирать. Автокатастрофы, сердечные приступы, несчастные случаи, исчезновение без следа. К 2020 году из 15 человек в живых оставалось только 4. Среди них Марат, который скрывается на границе с Казахстаном, и Нурлан Касымов, который решил организовать экспедицию к особняку в Таити. Асан делает паузу и смотрит в камеру. «Я боюсь за этих людей», — говорит он. «Я боюсь, что если они поедут в Таит, они не вернутся. Потому что те, кто организовал всю эту операцию, до сих пор на свободе. До сих пор у власти. И они не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свою тайну». Но кто эти люди? Асан не может назвать имена, но он даёт подсказки. «Ищите тех, кто резко разбогател после 2010 года», — говорит он. «Ищите тех, кто при Бакиеве занимал средние посты, а после революции вдруг оказался на вершине власти. Ищите тех, кто публично осуждал коррупцию режима Бакиева, но при этом сам живет в роскоши, которую невозможно объяснить официальными доходами». Асан утверждает, что среди организаторов операции были люди, которые потом стали частью новой власти. Люди, которые использовали революцию как прикрытие для собственного обогащения. Революция была для них не борьбой за справедливость, а возможностью захватить власть и богатство, говорит Асан. Они предали Бакиева не потому, что он был диктатором. Они предали его, потому что хотели занять его место. И золото, которое они украли в ту ночь, стало их стартовым капиталом. Если эта версия верна, то получается, что золото Бакиевых не просто исчезло. Оно было использовано для финансирования новой элиты. Элиты, которая пришла к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, но сама оказалась не менее коррумпированной, чем предыдущий режим. Асан показывает еще один документ, который он не сжёг в ту ночь. Это рукописная записка, найденная в одной из папок архива. Записка не датирована и не подписана, но почерк Асан узнал сразу. Это почерк одного из высокопоставленных чиновников администрации Бакиева. В записке всего несколько строк. План «Омега» активирован. Координатор назначен. Список исполнителей утвержден. После завершения операции обеспечить полную ликвидацию следов. Никаких свидетелей. Никаких документов. Никаких вопросов. Асан объясняет, что эта записка была написана, вероятно, 7 или 8 апреля 2010 года, когда стало ясно, что революция неизбежна.
«Это доказывает, что операция была спланирована заранее», — говорит Асан. «Это не была импровизация. Это был четко продуманный план, который включал в себя не только вывоз золота, но и уничтожение всех, кто мог рассказать о том, что произошло». Асан делает паузу и добавляет. Фраза «полная ликвидация следов» — это не метафора. Это прямой приказ убивать. Документы, которые показывает Асан, меняют всю картину. Теперь становится ясно, что смерти Болота Шера, Таланта Мамытова, Бакыта Осмонова и других не были случайностью. Это была спланированная операция по зачистке свидетелей. Операция, которая продолжалась 10 лет и унесла жизни 11 человек. Но кто исполнял эти приказы? Кто конкретно убивал водителей и охранников? Асан не знает. Но он предполагает, что это были профессионалы. Люди, которые умеют убивать так, чтобы смерть выглядела естественной или случайной. «Существуют специальные подразделения в силовых структурах», — говорит Асан. «Подразделения, о которых не говорят вслух. Подразделения, которые выполняют задачи, не предусмотренные законом. Я думаю, что именно эти люди убивали свидетелей. По приказу тех, кто организовал операцию по вывозу золота. Если это так, то получается, что государственные структуры были вовлечены в преступление, что силовики не расследовали дело о золоте Бакиевых, а наоборот, скрывали улики и убивали свидетелей. Это объясняет, почему расследование зашло в тупик, почему дело было закрыто, почему никто не был наказан. Асан говорит, что он готов передать все документы, которые у него есть, независимым журналистам и правозащитникам. Но он ставит одно условие. Документы должны быть опубликованы одновременно в нескольких странах, чтобы их невозможно было скрыть или уничтожить. «Я не доверяю кыргызским властям», — говорит Асан. «Я не доверяю местным СМИ, которые контролируются теми же людьми, которые организовали всю эту операцию. Я хочу, чтобы документы были опубликованы за границей, в России, в Казахстане, в Европе, в США, чтобы весь мир узнал правду. И тогда, может быть, те, кто стоит за этим преступлением, будут привлечены к ответственности». Асан понимает, что это может стоить ему жизни, но он готов рискнуть. «Я прожил 16 лет в страхе», — говорит он. «Я устал бояться. Я хочу, чтобы правда вышла наружу. И если для этого мне нужно умереть, пусть будет так. Но я умру, зная, что сделал правильную вещь». Между тем, Нурлан Касымов и Марат готовятся к экспедиции в Теид. Они собрали группу из 5 человек — журналистов, правозащитников, независимых исследователей. Все они понимают риск, но готовы ехать. «Мы должны проверить версию о том, что золото до сих пор спрятано в особняке», — говорит Нурлан. «Мы должны спуститься в подвал и посмотреть, что там осталось. Может быть, мы найдем тайник? Может быть, мы найдем документы? Может быть, мы не найдем ничего. Но мы должны попытаться». Экспедиция запланирована на конец месяца. Группа планирует выехать из Бишкека рано утром, добраться до Теита к полудню, обследовать руины особняка и вернуться до темноты. Они возьмут с собой видеокамеры, чтобы зафиксировать все, что найдут. Они возьмут с собой металлоискатели, чтобы проверить, нет ли под полом подвала спрятанных ценностей. Они возьмут с собой средства связи, чтобы в случае опасности вызвать помощь. Но все понимают, что если что-то пойдет не так, помощь может не успеть. Марат говорит, что он не боится. «Я уже умер в ту ночь, когда увидел мешки с золотом», — повторяет он. «Все эти годы я просто существовал. Теперь у меня есть шанс сделать что-то важное, шанс найти правду, и я не упущу его». Марат признается, что ему снятся кошмары. Каждую ночь он видит лица людей, которые умерли. Болот Шер, Талант Мамытов, Бакыт Осмонов. Они приходят к нему во сне и спрашивают: «Почему ты молчал? Почему ты не рассказал правду?» Марат просыпается в холодном поту, и ему требуется несколько минут, чтобы понять, где он находится. «Эти кошмары преследуют меня годами», — говорит Марат. «Но скоро они закончатся, потому что я сделаю то, что должен был сделать давно. Я расскажу правду. И тогда, может быть, мертвые оставят меня в покое». Доктор К, врач болота Шера, предупреждает участников экспедиции о возможных опасностях. «Вы должны понимать, что те, кто организовал операцию по вывозу золота,
до сих пор на свободе», — говорит он. «Они знают, что вы планируете. Они следят за вами. И они не позволят вам найти то, что ищете. Будьте осторожны. Не доверяйте никому. И если почувствуете опасность, немедленно уезжайте». Доктор К. также советует участникам экспедиции пройти медицинское обследование перед поездкой. «Проверьте сердце, давление, сделайте анализы крови», — говорит он. «Если с кем-то из вас что-то случится в Таити, и это будет выглядеть как естественная смерть, у вас должны быть доказательства того, что вы были здоровы перед поездкой. Это может спасти вам жизнь. Или хотя бы поможет установить правду, если вас убьют». Гульнара, бывшая уборщица из особняка Бакиевых, тоже хочет присоединиться к экспедиции. «Я была там в ту ночь», — говорит она. «Я видела, как они выносили ящики. Я знаю планировку дома. Я могу показать, где находился вход в подвал. Я могу помочь». Нурлан и Марат соглашаются взять Гульнару с собой. Они понимают, что ее знания могут быть бесценными. Но они также понимают, что это подвергает ее опасности. «Вы уверены, что хотите ехать?» — спрашивает Нурлан. Гульнара кивает. «Я молчала 16 лет», — говорит она. «Я боялась за своих детей. Но теперь мои дети выросли, они живут своей жизнью. А я хочу прожить остаток своей жизни с чистой совестью. Я хочу рассказать правду. И если для этого мне нужно вернуться в то место, где все началось, я готова». За неделю до запланированной экспедиции происходит событие, которое меняет все. Асан, архивариус, который хранил секретные документы, найден мертвым в своей съемной квартире в одном из отдаленных районов Бишкека. Официальная причина смерти — сердечный приступ. Но обстоятельства смерти вызывают вопросы. Соседи говорят, что накануне вечером к Асану приходили двое мужчин в темных костюмах. Они пробыли в квартире около часа, потом уехали. Утром Асана нашли мертвым. Квартира была обыскана. Документы, которые Асан показывал в интервью, исчезли. Портфель, в котором он их хранил, пуст. Компьютер, на котором могли быть копии документов, изъят. Асан мертв, а доказательства исчезли. Это совпадение? Или это убийство, замаскированное под естественную смерть? Нурлан и Марат понимают, что ситуация стала еще опаснее. «Они убили Асана, чтобы заставить нас замолчать», — говорит Нурлан. «Они хотят, чтобы мы испугались и отменили экспедицию, но мы не отменим. Мы поедем. Ради Асана, ради болота, ради всех, кто умер, храня эту тайну». Экспедиция состоялась 28 числа. Группа из 6 человек — Нурлан, Марат, Гульнара, 2 журналиста и 1 правозащитник — выехала из Бишкека в 6 часов утра. Они ехали на 2 машинах, держась на расстоянии друг от друга, чтобы не привлекать внимания. Дорога до Тайита заняла 4 часа. Они прибыли к руинам особняка около 10 часов утра. Место выглядело заброшенным. Стены почерневшие от пожара, крыша обрушилась, окна выбиты. Вокруг тишина. Ни людей, ни машин, ни признаков жизни. Группа вышла из машины и направилась к входу. Гульнара показала, где находился черный вход, через который в ту ночь выносили ящики. Дверь была заколочена досками. Нурлан и Марат оторвали доски и вошли внутрь. Внутри было темно и холодно. Пахло гарью и сыростью. Они включили фонари и начали спускаться в подвал. Подвал оказался больше, чем они ожидали. Это было огромное помещение, разделенное на несколько комнат. В одной комнате стояли пустые стеллажи. Возможно, здесь хранились документы или ценности. В другой комнате — остатки мебели, обгоревшие и покрытые плесенью. В третьей комнате — металлическая дверь, запертая на массивный замок. Нурлан попытался открыть дверь, но замок не поддавался. Они принесли из машины инструменты и начали взламывать замок. Через 20 минут дверь открылась. За дверью оказалась небольшая комната, похожая на сейфовую. Стены обшиты металлом, пол бетонный. В углу комнаты еще одна дверь, меньшего размера. Марат открыл эту дверь и увидел узкий проход, ведущий вниз. «Здесь есть еще один уровень», — сказал он. Группа спустилась по узкой лестнице и оказалась в маленьком помещении, похожем на бункер. И там, в углу бункера, они увидели то, что искали. 3 металлических ящика, запечатанных и покрытых пылью. Ящики были тяжелыми,
Нурлан и Марат едва смогли сдвинуть один с места. Они вскрыли первый ящик. Внутри — золотые слитки, аккуратно уложенные рядами. Они вскрыли второй ящик. Внутри — пачки долларов, евро, швейцарских франков. Они вскрыли третий ящик. Внутри — документы. Папки с грифом «Совершенно секретно», договоры, финансовые отчеты, списки. Группа стояла в молчании, не веря своим глазам. Они нашли золото. Они нашли доказательства. Они нашли правду. Но радость длилась недолго. Внезапно они услышали звук шагов наверху. Кто-то вошел в особняк. Кто-то спускается в подвал. Нурлан выключил фонарь и жестом приказал всем молчать. Шаги приближались. Группа затаила дыхание. Кто это? Полиция? Или те, кто не хочет, чтобы правда вышла наружу? Шаги остановились у входа в сейфовую комнату. Послышался голос. «Мы знаем, что вы здесь. Выходите. Мы просто хотим поговорить». Нурлан узнал этот голос. Это был голос человека, которого он видел много лет назад, в ту ночь, когда Болот-Шер получил приказ ехать в Таит. Это был координатор, человек, который руководил операцией по вывозу золота, человек, который, возможно, отдавал приказы убивать свидетелей. Нурлан понял, что у них нет выбора. Они не могут убежать. Выход один, и он заблокирован. Они не могут спрятаться. Помещение маленькое, и их легко найдут. Остается только одно — выйти и встретиться лицом к лицу с человеком, который держит в руках их судьбу. Нурлан включил фонарь, посмотрел на остальных и сказал: «Идёмте». Группа медленно поднялась по лестнице и вышла в сейфовую комнату. Там их ждали трое мужчин в темных костюмах. Один из них — координатор. Человек лет 60 с седыми волосами и холодными глазами. Он посмотрел на Нурлана и улыбнулся. «Вы нашли то, что искали», — сказал он. «Поздравляю. Но теперь у нас есть проблема. Что делать с вами?» Координатор объяснил, что он следил за группой с самого начала, что он знал о планах экспедиции, что он позволил им найти золото, потому что хотел посмотреть, как далеко они зайдут. «Вы смелые люди», — сказал координатор. «Но смелость без ума — это глупость. Вы думали, что сможете найти золото, опубликовать доказательства и стать героями? Вы думали, что мы просто позволим вам это сделать?» Координатор сделал паузу и добавил: «Золото, которое вы нашли, — это только часть. Маленькая часть, которую мы оставили здесь специально, как приманку, чтобы поймать таких любопытных, как вы». Нурлан почувствовал, как внутри него все сжалось. Они попали в ловушку. Координатор продолжил. «Основная часть золота была вывезена давно. Она в безопасности, она работает, она приносит прибыль. А вы нашли только крохи. Крохи, которые мы оставили, чтобы закрыть эту историю раз и навсегда». Координатор предложил сделку. «Вы забываете все, что видели здесь», — сказал он. «Вы уезжаете и никогда не возвращаетесь. Вы не публикуете никаких материалов, не даете интервью, не пишете статей. Вы молчите. И взамен я гарантирую вашу безопасность. Вы живете, ваши семьи живут, все живут». Нурлан посмотрел на остальных. Марат стоял с каменным лицом. Гульнара плакала. Журналисты молчали. Правозащитник смотрел в пол. Нурлан понял, что у них нет выбора. Если они откажутся, их убьют. Прямо здесь, в этом подвале. И никто никогда не узнает, что с ними случилось. Нурлан кивнул. «Мы согласны», — сказал он. Координатор улыбнулся. «Умное решение», — сказал он. «Теперь уезжайте, и помните, мы будем следить за вами. Всегда». Группа молча поднялась наверх, вышла из особняка, села в машины и уехала. Они ехали в полном молчании, никто не произнес ни слова. Каждый думал о своем. О том, что они нашли правду, но не смогли ее рассказать. О том, что они выжили, но ценой молчания. О том, что золото Бакиевых так и останется тайной. Прошло несколько месяцев после экспедиции в Таит. Нурлан Касымов вернулся к своей обычной жизни. Он работает водителем, живет в маленькой квартире на окраине Бишкека, избегает разговоров о прошлом. Марат исчез. Никто не знает, где он сейчас.
Гульнара вернулась в свое село и больше не выходит на связь. Журналисты, участвовавшие в экспедиции, не опубликовали ни одного материала. Правозащитник уехал из страны. Все молчат. Координатор сдержал свое слово. Никто из участников экспедиции не пострадал. Но правда так и не вышла наружу. Золото Бакиевых осталось тайной. Тайной, которую знают немногие и которую они никогда не расскажут. Но история на этом не заканчивается, потому что правда имеет свойство всплывать, даже когда ее пытаются похоронить. Через год после экспедиции в одном из европейских изданий появилась статья о коррупции в Кыргызстане. В статье упоминалось золото Бакиевых и утверждалось, что оно было найдено и разделено между представителями новой элиты. Статья не называла имен, не приводила конкретных доказательств, но она задавала вопросы. Вопросы, на которые до сих пор нет ответов. Куда делось золото? Кто его забрал? Кто стоит за убийствами свидетелей? Почему расследование было закрыто? Статья вызвала резонанс. О ней заговорили в социальных сетях, ее обсуждали в блогах, ее цитировали независимые СМИ. Власти Кыргызстана назвали статью клеветой и отказались комментировать. Но вопросы остались. И они не исчезнут, пока не будет найдена правда. Болот-Шер унес свою тайну в могилу. Но он оставил после себя карту, фотографию, телефон. Он оставил след, который ведет к правде. Асан Архивариус был убит, но его документы, возможно, сохранились где-то в тайнике. Марат исчез, но он жив, и он знает правду. Нурлан молчит, но он помнит все, что видел в подвале особняка в Таите. Гульнара боится, но она была свидетелем той ночи. Все эти люди — кусочки мозаики. И когда-нибудь, может быть, через годы, может быть, через десятилетия, эти кусочки сложатся в единую картину. И тогда мир узнает правду о золоте Бакиевых. Правду о том, как революция, которая должна была принести справедливость, превратилась в передел власти и богатства. Правду о том, как люди, которые клялись бороться с коррупцией, сами стали коррумпированными. Правду о том, как обычные люди — водители, охранники, уборщицы — стали заложниками игры, в которой ставки измерялись тоннами золота и человеческими жизнями. Сегодня, когда мы смотрим на эту историю, мы видим не только политический детектив. Мы видим трагедию. Трагедию народа, который пролил кровь в борьбе за справедливость, но так и не получил ее. Трагедию людей, которые знали правду, но не смогли ее рассказать. Трагедию страны, где власть и богатство важнее человеческой жизни. Болот-Шер был обычным человеком. Он не был героем, он не был злодеем. Он был просто водителем, который оказался в неправильном месте в неправильное время. Он видел то, что не должен был видеть. Он знал то, что не должен был знать. И это знание убило его. Медленно, мучительно, но неизбежно. Его история — это предупреждение. Предупреждение о том, что некоторые тайны слишком опасны, чтобы их знать. Что некоторые истины слишком страшны, чтобы их произносить вслух. Что в мире, где правит золото, человеческая жизнь не стоит ничего. Но мы не должны забывать. Мы не должны молчать. Мы должны задавать вопросы. Мы должны искать правду. Потому что только правда может принести справедливость. Только правда может вернуть украденное. Только правда может дать покой тем, кто умер, храня тайну. Золото Бакиевых — это не просто металл, это символ. Символ украденного богатства, символ несправедливости, символ того, как власть развращает и убивает. И пока это золото не будет найдено, пока виновные не будут наказаны, пока правда не выйдет наружу, эта история не закончится. Она будет преследовать нас. Она будет напоминать нам о том, что справедливость — это не данность. Это то, за что нужно бороться. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Может быть, вы, те, кто смотрит это видео, знаете что-то. Может быть, вы слышали разговоры, видели документы, встречали людей, которые были причастны к этой истории. Может быть, у вас есть информация, которая может помочь найти правду. Если это так, не молчите. Расскажите, напишите, поделитесь.
Потому что каждый кусочек информации приближает нас к разгадке. Каждое свидетельство делает картину более полной. Каждый голос делает правду громче. Болот-Шер молчал. Асан был убит. Марат исчез. Но вы можете говорить. Вы можете быть теми, кто изменит эту историю, кто превратит тайну в правду, кто вернет справедливость тем, кто ее заслуживает.